Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем спешат предупредить вас духи рода? О чем именно сейчас хотят вам сказать? На что откроют глаза, какую подсказку, совет либо ответ вам дадут? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая-то тяжелая у вас сейчас ситуация. Ситуация, что вы вот прям упали, а встать не можете. И тут еще вот человек с ножом показан. И еще с какими-то, как вилами. То, что вам сейчас тяжело и плохо, это вина какого-то человека. Против вас кто-то действовал, против вас кто-то, вот как, знаете, скрытую игру играл, да, какие-то вот действия негативного характера. И из-за этого вы сейчас в таком состоянии, вам плохо. Не потому, что так небеса решили, не потому, что так ваша судьба велит, а потому что кто-то подставил подножку, либо кто-то со спины вас толкнул, и вы упали. То есть чья-то злая воля, чья-то злая сила. Причем сила там непростая, там человек действительно готовился, старался, мог призывать темную силу, мог с какими-то людьми входить в сговор, вот лишь бы вам было плохо. Но тут был такой расчет, что вы упадете и все, больше никогда не встанете. Но, видите вот этого ангела, который над вами летает, и даже буквально между вами и этим человеком стал. Этот ангел ослабил воздействие того дурного человека. Да, вы упали, но вы подниметесь. И подниметесь буквально вот со дня на день кто-то поднимется. Кому-то еще неделька нужна, кому-то там, чуть больше, чем неделька уйдет времени. Вы точно подниметесь. Духи вашего рода об этом знают. Видите, патриарх вашего рода буквально вам руки протягивает и говорит: вставай. Вставай, тебя ждут дела, у тебя вся жизнь впереди. И вы встанете. И как бы ваш враг сейчас не радовался, поверьте, ваш враг еще поплачет. Обязательно поплачет. А вы встанете и дальше пойдете. Для вас ничего фатального, неразрешимого, либо катастрофического не случилось. Не случилось. Каждое такое падение, а это не первое падение в вашей жизни, ведет к тому, что вы все сильнее и сильнее становитесь. Ведет к тому, что вы нарабатываете какой-то бесценный опыт и, опять же, тренируете свою внутреннюю силу. У вас за этим падением какой-то невероятный взлет. Взлет идет, понимаете? Это даже не рост, это взлет. То есть сейчас все плохо, но буквально завтра на днях, да, через пару неделек, у вас такой взлет начинается, что голова закружится, в хорошем смысле слова, да, вот прям на высоту взлетите. А этот враг ваш будет в шоке, потому что враг, во-первых, разочарование, да, считал, что вот я всего добилась, либо добился, а во-вторых, ведь отвечать придется. Ответственность никто не снимает, за все нужно платить, за все нужно отвечать. И ваш враг начнет расплачиваться. В прямом смысле слова, да, платить за свое зло, платить за то, что вас обидели. И еще я хотела бы вам посоветовать читать псалмы, опять же, по возможности. Если вы верующий человек, читайте псалмы. Если вы принадлежите к другой вере, к другой конфессии, да, не христиане, сходите к своему проповеднику, либо муле, хадже, кто у вас там, да, спросите, что я могу читать, когда враги нападают.
вам дадут, либо суру дадут, либо какой-то кафес, может, еще что-то дадут, да, вот что согласно канонам вашей религии. Там, вот в псалме, да, там и слова успокоения, и призыв к божественному проявлению, да, выступить судьей, так, чтобы этот враг не только получил свое, но и отстал от вас, навсегда отстал. Так что читайте. Это будет вашей отдушиной, вашим успокоением и, опять же, да, призывом справедливости в свою жизнь. Но патриарх вашего рода говорит, что вы точно встанете, и вас ждет большой-большой подъем. Взлет, даже не подъем, а взлет. Ой, высоко полетите. Туда и птицы не летают, как вы высоко взлетите. И то, что сейчас кажется нереальным и невозможным, станет обыденностью в вашей жизни. Вы скажете, это ерунда, мелочи. Вот как-то так мне идет. Это касается всего. И здоровья, и денег, и реализации, и отношений. Да? Это всего касается. Так что у вас впереди просто какое-то сногсшибательное будущее, невероятное, красивое, чудесное и многообещающее. То есть сейчас это не приговор и не точка. Это как передышка, да? Передышка. Вы взлетите. Вот хотите верьте, хотите нет. Случайности не случайны. Если вы попали на это видео, эта информация адресована вам. Духи рода никогда обманывать не станут. Духи рода, наоборот, помогают и ведут, отмаливают вас, либо вымаливают для вас особые привилегии и возможности. Дальше, мои хорошие, показана семья. В семье, ну, как нет любви, наверное. Хотя любовь есть, просто ее не проявляют. То есть вот в семье как будто бы каждый чем-то своим занимается. Там дети, компьютер, телефон, родители тоже могут, да, каждый свое, что там в голове имеет, там телевизор, тоже телефон, какие-то другие интересы. В семье холодно, причем холодно всем, не только вам, но и вашим близким. Вам нужно что-то предпринять, что-то придумать, да, пусть у вас в семье будут какие-то маленькие традиции. Ну, например, там в пятницу мы там кушаем что-то, там пирог печем определенный и кушаем его. Вот все вместе садимся за стол и кушаем и общаемся. Выходные, там, суббота, например, мы все вместе идем куда-нибудь там в парк, например, да. Это важно, это нужно, это поможет любви согреть ваш дом, объединить людей, разные поколения. И пусть эта маленькая традиция, она будет, даже, может, сначала не захотят, да, ваши близкие, либо будут сопротивляться, но вы уговорите их. Ругаться не надо, просто уговорите. Благодаря, да, этой маленькой новой традиции все изменится в семье. И семья станет опять полноценной. И дом станет теплым и приятным. И вам будет хорошо, и вашим близким будет хорошо. Почему-то мне идет, что вот именно всем любви не хватает. Всем, кто в доме проживает, да, не хватает любви. Дальше, мои хорошие, вот тут показан разъезд. Люди разъедутся. Это не для всех отыграется, а для кого-то определенного. Разъезд. Разъезжаются в разные дома, в разные стороны разъезжаются. И, как ни странно, показано, что это не ухудшит отношения, а наоборот их укрепит. Возможно, да, вы живете стесненно, вы живете, например, там несколько поколений вместе, как даже несколько семей вместе, да. Из-за этого, например, какие-то ссоры, ну, неправильные какие-то отношения выстраиваются, напряжение идет. Вы разъедетесь. Такую возможность вам небеса пошлют. Не игнорируйте эту возможность, разъезжайтесь, и это действительно укрепит связь между людьми. Тут, наверное, все-таки про то, что тесно, да, тесно. И, ну, опять же, говорят, что две хозяйки на одной кухне ужиться не могут. И это не просто слова, а это как бы факт, да, проверенный временем. Разъезжайтесь. Дальше. Вот чью-то работу показывают на работе. Почему-то у вас такое состояние, что вот типа все, это конец, меня уволят, меня сократят, ну либо уже ловить нечего, да, нужно самому уходить, увольняться. А у кого-то, например, ваше дело, ваш бизнес, и вы думаете о том, что надо закрываться, все равно как бы все ухудшается, там спроса нет, клиент не идет, там еще какие-то другие аспекты, там налоги и прочее, прочее. Но духи рода говорят о том, что
у вашего дела, у вашей работы, ну вот как новые эти почки, да, не почки, а бутоны, да, цветы. Там есть еще много перспектив, там еще зацветет буйным цветом ваша работа. И то, что кажется вот таким вот изжившим себя, на самом деле еще таким огромным потенциалом обладает, что будет куда развернуться, будет куда расти. Сложный период, и он сложный не только у вас, он сложный у всех. У всех. Но вот нет такого человека, кто бы сказал: ой, а у меня все супер, да, зашибись. Нет, такого нет. У всех сейчас тяжелые времена, тем более идет коридор затмений. Коридор затмений, он настолько непредсказуемый и настолько может закрутить энергию, что люди прям задыхаются в ней. Но с другой стороны, если вы борец, и если вы не слабак, извините за слово, да, вы действуете, показывайте Вселенной, что вы готовы, можете, будете, хотите, а не вот эти обреченные мысли. Я вижу, что потенциал очень замечательный, и там не один бутон, там очень много бутонов. И когда эти бутоны зацветут, вот тогда и карьера у вас выстроится, вернее, и деньги пойдут, и бизнес ваш выйдет на новый уровень. Это у вас впереди. То есть всегда вы успеете уйти с работы, всегда успеете бизнес закрыть. А вот новый открыть, либо новую работу найти, это будет проблематично. Тем более, если человек уже разочаровался, да, ну, сами понимаете, настроение не то. То есть что нужно делать сейчас? Не думать о плохом, даже если мысли сами лезут в голову, прямо выкидывайте их, не церемоньтесь с ними. И думайте о том, что вы хотите. Да? Я хочу работать, я хочу встречать клиентов, оказывать услуги, продавать товары. Я хочу делать свою работу. Я хочу получать хорошие деньги, да, с этой работы, за эту работу. Думайте об этом. В плюсе думайте. А в минусе ни в коем случае не думайте. И вот, ну, буквально, да, у кого-то коридор затмений закончится 3 марта и попрет, а у кого-то, возможно, ну, чуть больше времени уйдет, да, чуть больше. Но это будет, это точно будет. Это не точка, это не приговор, никто вас с работы не выгонит. Дальше будет продолжаться и даже будет улучшаться, конкретно будет улучшаться. И то же самое с бизнесом. Кризис переживете, а дальше уже все как по накатанной пойдет. Опять же, не забывайте, что вас огромный взлет ждет, да, огромный прорыв ждет. Так, и еще. Вот женщине кажется, что мужчина ее не любит, что он ее разлюбил, что она ему не нужна. Мужчина, просто переворачивайте на себя. То есть мужчине кажется, что женщина его не любит. Больно, да, от этого больно, непонятно, неприятно. Может, вы какие-то параллели проводите, там видите, как другие люди живут, общаются. Но на самом деле это человек, на кого вы думаете, он вас любит. Любит, и у этого человека нет четкой картинки, как действовать. Либо у этого человека, помимо того, что нет четкой картинки алгоритма действий, да, перед глазами, еще есть какие-то свои личные внутренние проблемы. И этот человек мне идет как в тисках зажатый. А в таком состоянии, извините, уже не до любви. Да? Ну, если у тебя там постоянная мигрень 24/7, то тебе совершенно не хочется там романтики, любви, общаться, встречаться, как-то там, да, проводить время. Тебе просто хочется, чтобы не болело. Тебе хочется вот лежать, и чтобы тебя никто не трогал. Вот что-то с этим мужчиной происходит. Причина не в вас, причина в нем. Да? Если вы мужчина, то причина не в вас, а причина в женщине. Очень похожи на какие-то внутренние, да, внутренние проблемы. Нервная система, психика, может, какое-то заболевание даже есть. Да? Но, с другой стороны, я вижу, что этот человек вас любит и не захочет вас отпускать. И то, что ваши отношения, они будут продолжаться, я это тоже вижу. И даже вижу, что тот, от кого уже ничего не ждете, сделает вам важное предложение. Предложение, от которого вы не сможете отказаться. Не просто не захотите, а не сможете отказаться. Так что все еще будет, и все будет хорошо.
И не накручивайте себя. Не знаю, у вас какая-то сила себя накручивать, и сами себя как разочаровываете, да, когда вот начинаете думать что-то негативное. Понятно, что жизнь не сладкая, негативные мысли, они прям просятся. Но надо с этим бороться. Бороться и как-то себя от этого ограждать. Дальше. Показывают букву «Н». Кого зовут на букву «Н»? Будь вы мужчина, будь вы женщина. Это может быть ваше полное имя и также ваше сокращенное, да, уменьшительно-ласкательное имя. Может, даже и не имя вовсе, да, вас так называют там близкие, например, как-нибудь там Нюсечка или как-нибудь еще. Для вас сюрприз приготовили высшие силы. Вас ждет большой-большой грандиозный сюрприз. Что это будет конкретно, не могу сказать. Но день, когда вы получите этот сюрприз, он будет очень солнечным. И он прям запомнится на всю жизнь. Как-то вот отпечатается у вас в памяти. Сюрприз, большой-большой грандиозный сюрприз готовят вам небеса. Именно сами высшие силы. И готовят вам за пережитое. Что-то вы такое пережили страшное, неприятное, несправедливое, нечестное, болезненное. И пережили это стоически, да, то есть там не жаловались, ни в истерике не бились, ну, приняли как данность, да. За это готовят вам сюрприз, большой-большой сюрприз. Дальше. Кого зовут на букву Т? Тут либо Т, либо Л, а может быть и Т, и Л. У вас любовь. Любовью сердце согреется, любовью жизнь обогреется. Любовь взаимная, либо любовь к вам, да, какого-то человека к вам. И человек, который любит, он сделает все, чтобы вам было хорошо, чтобы вы улыбались, чтобы вы счастливы были, чтобы все ваши проблемы порешались, чтобы не было никаких у вас ни тревог, ни забот. Ну, это если односторонняя любовь, если вас любят. А если это взаимная любовь, ну, тогда сами понимаете, да, любовь придет и жизнь совершенно другими красками заиграет. Это будет взаимно и, ну как, обоюдно, да, все это обоюдно происходит. Вы уже не будете один, вы уже не будете одна, а вас будет двое, а вдвоем вы точно прорветесь. Дальше. Люди на букву О. Ну, вам успех идет. Успех. Кстати, буква О, и еще можно сказать, что буква С. С. Да, тут, в принципе, ну, О как не до конца дописано. Хотя ну, и на О похоже, и на С похоже. Вас ждет большой успех. Успех в том деле, которым занимаетесь. Либо успех придет, когда чем-то начнете заниматься. Может быть, этот успех там, в карьере, в работе. Может быть, среди людей успех. Но это настоящий успех. К этому успеху вы всю свою жизнь шли. Шли кто-то широкими шагами, кто-то маленькими шажочками, но вы к этому шли. И даже если в жизни уже был успех, то это ничего по сравнению с тем, что вас ждет в будущем. Грандиозный успех. Вот такой вот прям, ну, звезды, да? Звезды перед вами кланяются. Вы как новое солнце. Новое солнце мне идет. Очень яркий успех, прям невероятный. И еще как-то этот успех напрямую связан с деньгами. То есть чем больше успех, тем больше денег. Либо вы станете успешны и богаты, у кого-то отыграется. Это вам на роду написано. Это написано на роду. Я понимаю, что очень тяжело вам было жить, и что жизнь непростая, и очень много испытаний было на вашем пути. И все на себе тащили, и никто вам не помогал, никто даже спасибо не говорил, когда вы надрывались ради других. Но за это вас ждет успех. Успех. Дорога к этому успеху, она прям такая каменистая, тернистая. Очень много кровью оросили этот путь. Да, очень много кровушки вашей пошло. Но с другой стороны, оно того стоит. Оно того стоит. Потому что если успеха такого не будет в вашей жизни, вы же спокойно не сможете жить. Да? Вы прям будете чувствовать, что что-то не так, не той дорогой иду, не ту жизнь проживаю. Но на роду вам было написано именно в те годы, в которых вы сейчас, добиться этого успеха. Вот у кого-то, может, день рождения скоро. Вот отметите день рождения, и успех придет. А у кого-то именно конкретно, именно в этот год у вас должен был успех быть.
Ну, кто натальные карты делал, там заказывал, вы, наверное, знаете, о чем речь идет. Вот идет у вас успех. Год сам по себе этот, он какой-то невероятный, судьбоносный. Год, когда либо вы на коне, либо конь вас затопчет. Но я не вижу, что затопчет. Во-первых, успех показан с правой стороны, то есть, это уже как данность, и правая сторона, она ваша, то есть даже сама судьба, высшие силы будут вам содействовать. И еще мне идет, что в вашем роду были люди, подобные вам, такие же успешные. Это не один человек, это несколько человек. Это могли быть и мужчины, и женщины. И вот они явятся, чтобы вас приветствовать в вашем успехе, потому что ваш успех всем успехом успех. Даже у них не было такого успеха, какой будет у вас. Вот так вот, мои хорошие. На роду написано успешный человек. А еще через этот успех вы семью свою вытащите. Не могу сказать, что это значит, да, может быть, у семьи проблемы там с деньгами, жить негде, может, болеет кто-то, да, может, еще что-то произошло. Но вот вижу, что семью свою вытащите. Вы успехом их накроете, защитите своим успехом. Вот что бы это ни было. Защита персональная, либо защита материальное обеспечение, но вы это сделаете. Даже если не планируете, но вы это сделаете. Так, и еще про какие-то шальные деньги говорят. Но тут не про получение этих денег, а про потерю этих денег. Здесь какая-то странная комбинация, где шальные деньги участвуют. И если за этими шальными деньгами пойти, то вы потеряете больше, намного больше, чем вам обещают. Скорее всего, какие-то мошеннические схемы и разводы. Вот вы знаете, говорят там эти инфо-цыгане всякие, да, типа курсы купи, да, купи там за 1000 евро курс, будешь потом 5 зарабатывать, да, это обман. Вы свою эту 1000 евро потратите, если она есть, конечно, может, еще занимать будете, да, но поведетесь на красивые рассказы, на красивую рекламу, и еще и потом в минус уйдете, да. Не верьте в такое. Нет таких денег в вашей судьбе. Ни у кого из вас нет, кто пришел на эту отсыпку, что вы вот вам пообещали, и это сбылось. Нет такого. Все идет через либо труд, да, ваш вот кропотливый труд, либо идет через вашего партнера, настоящего либо будущего. Так, что вы пошли там лотерейный билет купили и выиграли, нет, такого нет. Так, что вы пошли какие-то курсы закончили и сразу там озолотились, обогатились, такого тоже нет. Понимаете? Не обольщайтесь. Понятно, что я сейчас разбила кому-то хрустальные мечты, но лучше так, чем вы потеряете деньги. Потеряете. У вас есть риск потери денег, потому что вы человек, который верит в лучшее. Вы человек, который, как бы вам это сказать, вы стремитесь к хорошей жизни, да? Кто-то для себя стремится, кто-то для детей стремится. Вас могут обмануть. Вас могут обмануть. Если это просто какие-то курсы, там, общеобразовательные, либо там, отдельная какая-то узкая специфика, да, и вам не обещают, что вас сразу же там на работу устроят, либо вы там начнете деньги лопатой грести, окей, тогда на такие курсы нужно сходить, особенно если это нужно как-то с вашей работой связано, по работе. А вот если вас заманивают и говорят, вот, типа, закончишь курсы, и сразу у тебя там по 10, по 20 тысяч евро пойдет. Нет, вам врут, и это все от лукавого. Эти какие-то беспроигрышные лотереи тоже могут вам обещать, и тоже от лукавого. Нет, туда вам идти не надо, иначе все потеряете. И еще показано, что вам деньги нельзя занимать, потому что вы не только деньги потеряете, но и потеряете того человека, кому займете. Если вы откажете, объективную причину скажете, да, у меня нет столько денег, да, я не могу, просто физически нет. Либо я там буду себе что-то покупать, я долго копила, и я не могу сейчас тебе занять. То есть вы объясните, почему нет. Вы с этим человеком в нормальных отношениях останетесь. А вот если вы дадите эти деньги, даже если там будет расписка, там все четко сделано, и деньги назад не получите, и человек навсегда исчезнет из вашей жизни, понимаете? И денег от человека лишитесь. Вот, не занимайте, не занимайте. Я даже больше скажу,
Не только сейчас, но и до конца этого года лучше никому ничего не занимать. Тут прям такой риск. Даже не знаю, за что вам будет больше обидно. За то, что деньги навсегда ушли, либо за то, что человека потеряли из своей жизни. Лучше никому ничего не занимать. Это прям такое вот предупреждение-подсказка. Дальше. Видите, лошадь, на ней человек. И еще одно свободное место. Ну, либо за вами кто-то приедет, либо вы с кем-то, кто-то приедет, вы с этим человеком куда-то съездите. Вам не нужно отказываться. Не нужно, что бы это ни было, поехать отдохнуть, либо поехать куда-то, кому-то, где-то побывать. Обязательно нужно ехать. Обязательно. А вы потом поймете, зачем и почему. Дальше показывают про детей, а вернее про то, что вот у кого-то не получается с детьми. Во-первых, говорят, что ребенок будет. А сейчас, ну, время не пришло, либо время не то для того, чтобы вы беременели и рожали. То есть это не в наказание вам, а наоборот, да, во благо вам. Может, вы ментально до конца не готовы, может, у вас организм не готов, может быть, ваш партнер не готов. Понимаете, это не просто так. Есть объяснение, есть причина. Время не то. Вот когда наступит ваше время, тогда вы легко забеременеете, легко выносите, легко родите. И то же самое мужчина. Когда время придет, ваша любимая легко забеременеет, легко выносит, легко родит. Все, время не то. Понятное дело, что нужно там и проверяться, и лечиться, но вот именно так показали. Вот кто-то прям мается, да, ребеночка очень хочет, но время не то. Понимаете, время, ну, как бы непростое время. Может, вам не ребеночком нужно заниматься, а, не знаю, карьерой, работой, либо что-то еще сделать. А вот придет ваше время, и все у вас случится. Дальше показывают человека, у кого какие-то странные мысли в голове. Кажется, что с ума схожу, да? Что-то происходит такое непонятное, необъяснимое. Вот как будто бы вас кто-то водит, вот как будто бы вы ничего не решаете, вот как будто бы все против вас идет. Странные мысли, странные. На самом деле вы не сходите с ума. Нет, даже не думайте. Походу у вас дар раскрывается. И понятно, что у каждого по-своему, у кого-то через максимальные потрясения, да, вы, наверное, слышали такие истории, да, человек там в аварию попал, либо громом ударило, не громом, молнией ударило, либо там на волоске от смерти висел, через сильное психоэмоциональное потрясение. А иногда у человека раскрывается после какой-то затяжной там, депрессии, болезни, после каких-то таких тяжелых обстоятельств жизни. А у кого-то раскрывается очень медленно и постепенно, да, вот как будто бы в вас вкачивают знания, вкачивают энергию, и кажется, что да, вас водят, и вы живете по чьей-то указке. На самом деле это не так. Считайте, что у вас самый гуманный способ, да, раскрыть свои способности. Никто с ума здесь не сошел и не сойдет. Это именно дар раскрывается. Ну, так в духе вашего рода говорят. Мои хорошие, ну на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.